В республике продолжается реализация программы по переселению жителей из аварийных домов. Стоит задача за ближайшие года-два расселить всех якутян, чьи дома признаны аварийными до 2012 года. Предусмотрены средства в размере 30 миллиардов рублей. Наибольший объем аварийного и ветхого жилфонда сосредоточено в Якутске, на втором месте Нейрунгре. О том, какая работа ведется в этом направлении в столице Южной Якутии, в материале Галины Якимчак. На сегодняшний день выполняется переселение в новостройки и квартиры, приобретенные на вторичном рынке жилья граждан, чьи дома были признаны аварийными на 1 января 2012 года. Средства очень серьезные. Порядка 3 миллиардов это уходит только на Нейрунгринский район. Это самый крупный объем за оставшийся период. К юбилею более 1000 человек уже переселились в новые благоустроенные дома. И 30 домов мы снесли аварийных, уже с карты города навсегда исчезли. На данный момент городскими властями осуществлено переселение 578 семей, 120 из которых переехали в 2 пятиэтажные новостройки в квартале Сосновый. В 2016 году мы планируем дальнейшую застройку микрорайона Сосновый. Будет построено 2 пятиэтажных дома по 60 квартир и 2 девятиэтажных на 126 квартир. В других поселениях района также ведется активная работа по выполнению программы переселения. Например, в поселке Беркакит программа переселения, запланированная на 2014 год, здесь была выполнена 100%. Ее результат – расселение граждан из 28 аварийных домов. По плану 2015 года на плечи Серебряноборской администрации возложена не менее ответственная задача – до конца будущего года построить еще 386 квартир. Но в этом поселении осуществление программы идет стабильными темпами, чего нельзя сказать о поселке Чульман. В старейшем населенном пункте Нейрунгринского района строительство нового 48-квартирного дома началось более 7 лет назад. На сегодняшний день отделка первого подъезда выполнена на 90%, второго на 50%. В декабре должны завершиться работы по кровле здания и отделка 2 оставшихся подъездов. Так уж случилось, что жителям 2 поселений Нейрунгринского района, это Беркакит и Чульман, в ближайшие месяцы предстоит решить, кто в дальнейшем будет заботиться о защите и выполнении подобных программ. Продолжится ли активное освоение или наступит застой? И снова мы возвращаемся к тому, что благополучие жителей района зависит от них самих и от их выбора.